Телеканал БСТ продолжает свое вещание. В студии по-прежнему Сивуш Шармадзаде. Меня зовут Юлия Санбердина. Доброе утро. Сегодня среда, 24 апреля. Я уже выучила. Да. Итак, друзья, поговорим об очень важной теме. Это клещи. Да, они оживают, они причем начинают нас же терроризировать. И чтобы не попасться на ловкого ключей, мы сейчас пройдем профилактическую беседу вместе с нашей гостьей. Врач-эпидемиолог РЖД «Медицина» Алина Расиховна Кабирова. Алина Расиховна, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, как уже было сказано, клещи уже вовсю буйствуют. И, соответственно, вопрос, а когда они вообще, когда открылся, так скажем, как тут неприятно говорить, сезон клещей? Да, и когда он закроется? И когда он закончится? Вообще сезон клещей уже начался в начале апреля, когда начали регистрировать уже первые случаи укусов клещей. А вообще для клещей характерна сезонность. Они начинают активизироваться весной до самой поздней осени. То есть они такие ранние пташки, получается. Жаворонки. Весну, все лето, еще и осенью, пока там, грубо говоря, не начнется холодать. Да, но пик приходится как бы на начало весны до где-то середины лета. Но летом как бы и осенью расслабляться не стоит. То есть они самые голодные в это время, судя по всему, после спячки своей. Так, а вот правда ли, что в Башкортостане можно подцепить именно зараженного клеща? То есть не все они, в принципе, зараженные, но в Башкортостане вероятность выше. Да, Башкортостан является эндемичным регионом по Российской Федерации. Из 63 административных территорий у нас 42 территории являются эндемичными. И выше среднереспубликанского показателя заболеваемость регистрируется у нас в восточных районах Башкирии. Это Карайдельский, Белорецкий, Кигинский, Дуванский, Салаватский районы. И там заболеваемость как бы выше других районов Башкирии. С чем это связано? Вот вы же говорили, что в Башкирии у нас преобладают, так скажем, болезни, носящие клещи, а где-то они есть, но просто укусила как бы и ей да ладно, и ничего страшного. То есть есть ли какие-то безопасные есть субъекты? неэндемичные регионы, субъекты Российской Федерации, это в основном Кавказ, это Ставропольский, Краснодарский край, Москва, Подмосковье, Воронеж, безобидные. Да, и Камчатский край. А вот средняя полоса России, как бы северные субъекты России, они как бы эндемичные. Ну, как я думаю, расслабляться все равно не стоит. Вероятность есть, так или иначе. Да, на карте мы видим. Серые – это как бы не эндемичные регионы. Ага, то есть если отправляетесь на Кавказ, можно хотя бы чуть-чуть меньше тревожиться и переживать. Напомним переносчиками каких болезней они являются, да, и чем грозят эти болезни. Ну, клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещево-вирусный энцефалит, который поражает центральную нервную систему, может привести к инвалидизации вплоть до смерти. Также клещево-вирусный боррелиоз, это уже бактериальные инфекции, анаплазмоз, эрлихиоз, рикетиозы. Короче, целое это. Как много разных заболеваний переносит одна такая маленькая. И все это не несет, получается, с собой такие серьезные повреждения для организма. Да. Так, как себя защищаем? Давайте напоминаем в очередной раз нашим телезрителям. Тут наше карате вам не поможет. В первую очередь, конечно, рекомендуется вакцинироваться, наиболее эффективный метод профилактики. Но если человек не успел вакцинироваться, нужно придерживаться мер неспецифической профилактики, одеваться правильно при выходе на такие территории. То есть желательно, чтобы одежда была светлая, длинные рукава, брюки, рубашку заправлять под брюки, брюки под носки, под сапоги, обязательно головной убор. И каждые 2 часа проводить взаимоосмотры, использовать на одежду репелленты, акарицидные средства. Кстати, я слышала, что... Да? У нас 2 часа прошло, нам сейчас придется с тобой осмотреть друг друга после эфира. Думаешь, здесь небезопасно вот в этом цветочке Мало ли вдруг. прячется? Слушай, у меня вопрос. Может, сейчас быстренько только спрошу. Вы сейчас сказали по поводу вакцинации от клещей. Есть ли какие-то возрастные ограничения? Ну, то есть дети, взрослые, до какого возраста можно и с какого возраста, что немаловажно? Дети же постоянно бегают везде. Коннект вот это вот с природой. Можно с 1 года уже прививать. Это вообще безопасная вакцина считается? Все, с 1 года лучше вакцинироваться. Это же только вакцина от клещевого энцефалита, да? Да. От остальных От заболеваний? остальных инфекций, если человек как бы заражается, уже проводится антибиотикопрофилактика. Но тут тоже важно даже сделать это если быстро. как бы человек обнаружил у себя клеща и сдал в лабораторию,
все равно в целях профилактики уже назначается терапия. В То любом есть случае. пока Да, в еще любом мы ждем случае, да, результаты пока. анализа, уже начинаем принимать Вот, препарат. кстати, об этом. Вот два сопутствующих вопроса. Где подцепить клеща? Вот большая вероятность. Понятно, что они как бы везде обитают, да, везде, где есть растительность, это, то есть и город, и везде. Но вот больше, так скажем, коэффициент повышенный, где его можно встретить. Ну, больше всего это леса, лесопарки, индивидуально садово-огородные участки. И это обычно трава, листва, либо кустарники. Клещи выше 70 сантиметров не забираются. То есть на деревьях их нет. Сверху не прыгают, Да. не пикируют. И желательно, если выходят на такие территории, не лежать, не сидеть на траве, на листве. Вот вы сейчас сказали, лесопарковые зоны, сейчас у нас на экране, да, транслируются. В городе их все-таки травят, я так понимаю. Да, проводятся акарицидные обработки. Но в любом случае, как бы не факт, что все, так скажем, клещи пострадали от этого и убежали. Да, да. Поэтому Осматривать себя всё надо каждый равно раз. нужно придерживаться мер Сейчас, неспецифических. учитывая жару, как бы все в шорты, в юбочки перешли. Да, Хорошо. конечно, никто ничто не заправляет. Если вдруг вот мы сейчас спросили, где их найти, что делать человек, который обнаружил у себя новую пупырышку, да, в виде клеща? Нужно желательно вообще как бы снять его в травмпункте, но если нет ближайшего травмпункта, нужно аккуратно, без резких движений, при помощи пинцета, либо при помощи марли, бинта, строго перпендикулярно хватаем клеща и вокруг оси поворачиваем и тихонько А вытаскиваем. вот эти Выкручиваем. меры, которые берешь колпачок, касторное масло, и он сам выползет, Ну, это как бы тоже это рабочий не тема? доказано. Не доказано. То есть не будет такого, что Да. Мне кажется, я Касторки. просто, вот лично я бы не выдержала сидеть и ждать, пока он сам вылезет. Ну, то есть это Это просто и время, да, нервно. то, что вирус проникает в кровь, поэтому нужно самому аккуратно То снимать. есть формата жесткой агрессии не получится, да? Это кто? Клещ. Ша! И Надо, чтобы он как-то сохранил свою Целостность, целостность, чтобы чтобы показать. И сдать. желательно сдавать его целым, живым. если вдруг ну, вот у людей есть какой-то страх самим это все делать, можно же приехать в эпидемиологический центр, правильно, и сказать, вот, Можно достаньте, пожалуйста, его. подойти в поликлинику к инфекционисту, можно как бы это... То есть можно доверить травмпункт, профессионалу. Да. Все, сдать. А какое время примерно результат ждать? В течение 2-3 суток. Все, отдают. Вот эти двое-трех уже суток терапия начинается. может быть, Да. да, придется этим заниматься. А вот вы говорили про репелленты. Я слышала народные средства, что можно с помощью лавандового масла отпугнуть клещей. Правда ли они боятся таких ароматов? Ну, есть только определенный перечень эфирных масел, которых они боятся. И как бы сами эфирные масла входят в состав репеллентов. И в составе репеллентов как бы на первом месте не эфирные масла, а химические вещества. То есть если в комплексе, да, они будут как бы воздействовать на клеща. Мгм. То есть просто намазаться лавандовым маслом, вероятность того, что клещ Да, вас не укусит, вероятность не сильно снижается. Не сильно снижается. Ну вот и если облиться, он просто соскользнет. Вероятно, будет ползти пытаться и так и не залезет. Слушайте, по поводу вакцины. Это вообще, ну, чтобы было понимание людей сейчас, кто вот послушает нас, да, что от клеща можно вообще ЦНС пострадать, можно там инвалидом стать, можно очень много болезней, да, и потом от этого долго лечиться, восстанавливаться. Вакцина, бесплатна она или она чего-то какое-то стоит? И всем ли она разрешена? Ну, то есть вот в бесплатном формате. Ну, вообще, вакцинация от клещевого энцефалита включена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям и бесплатно прививают тех, кто проживает на эндемичных территориях, либо кто планирует выезд на эндемичные территории. И определенную категорию работников, которые именно работают в таких территориях, где есть клещи. А есть какой-то, ну, вот говорят, сделал вакцину, ну, чтобы человек понимал, что сделать вакцину, там день-два нужно отдохнуть, в себя прийти? Или как она проходит безболезненно? Ну, в принципе, безболезненно. То есть сделал и да, дальше пошел да. свои дела делать, чтобы человек мог рассчитать свои силы. Да, и вы сказали, когда успеть нужно было, когда нужно было Вообще начать. рекомендуется вакцинацию начинать осенью по стандартной схеме. Если это, например, в октябре поставили первую прививку, и в марте, в апреле вторая прививка. И через 2 недели после второй прививки только можно выходить в очаг. Ребята, опоздали. Нет, ну можно же сейчас сделать. Можно начинать. Ускоренная схема, да. Ускоренная схема. Через 2 недели. То есть Всё, интервал понял. 2 недели. Такой вероятно, Так такой что, вариант друзья, тоже лучше есть. сделать вакцину, да, и жить спокойно, как говорится, и уже в голове хотя бы немножко будет какой-то момент безопасности, что хотя бы от нескольких Ну, даже болезней если вы клеща. вакцинированы, Не факт. все равно надо сдать Так клеща что на нашли- анализ, чтобы проверить, нет ли бактериальных инфекций. Да, сдать, провериться и, как говорится, беречь себя. У нас в гостях была врач-эпидемиолог РЖД медицины Алина Расиховна Кабирова. Алина Расиховна, спасибо вам большое.